Алло, Эдемага, селям алейкум. Алейкум селям. Эдемага, тарифетiniz bugün mahkeme nasıl geçti, nasıl etip oturuş yakınlandı? Да, действительно, сегодня в Верховном суде было продление 6 ребятам, крымским татарам, которые обвиняются в терроризме. И послезавтра будет ровно год, как они находятся в следственном изоляторе. Указывались несколько нарушений, которые такие самые яркие. О всех нарушениях я попытался сказать в интервью средствам информации, которые были на заседании. Заседание было в закрытом режиме, то есть никого не допускают. Это связано, видно, с тем, чтобы люди не видели, какие нарушения происходят во время процесса, каким образом с нарушениями собираются все доказательства, которые якобы указывают на виновность ребят. Самое большее поразило меня, что зайдя с утра, и в графе, где указано итоги рассмотрения дела, он заполняется после того, как уже пройдет заседание, там было указано, что ходатайство следователя удовлетворено. То есть я предполагаю, что все понимают, что уже и так все будет удовлетворено. Работники суда сразу это все забили. Но мое ходатайство, чтобы данную информацию удалили, либо давайте тогда не будем вообще рассматривать. Судья сразу же убежал в совещательную комнату и, вернувшись через 15 минут, указал, что да, действительно работники перестарались и указали, что ходатайство следователя удовлетворено. Также было еще раз нарушение, это не говоря уже о клетке, то, что люди содержались в клетке. Но основным нарушением является то, что до сих пор не рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Киевского районного суда от 7 августа. То есть на протяжении 2 месяцев Киевский суд до сих пор не передал материалы в Верховный суд для того, чтобы рассмотреть апелляцию. И уже пришло очередное продление. Поэтому вот с такими грубыми нарушениями проходило заседание, и ребятам продлили срок содержания до 9 декабря 2018 года. Sizin düşüncenize göre ne için bu apellasyon mahkemenin bakılması bu güne kadar uzatıldı? 2 ay aman geçti, bakılmay Kiev rayon mahkemesinde. Sizin aytkanızga göre ne için bu mahsus uzatıla mı? Ne için? Истинных причин мы, конечно же, может быть, и не узнаем, но суд, отвечая на наши вопросы, почему до сих пор не направили дело в апелляционную инстанцию, отвечают, что очень большие задержки с переводами апелляционных жалоб с русского на крымско-татарский язык. Так как наши доверители, большинство из них, воспользовались правом переводчика, и они пользуются услугами переводчика, в результате этого закон обязывает суд все апелляционные жалобы переводить с русского на крымско-татарский язык. Так как огромное количество нарушений в этих процессах, и об этих нарушениях адвокаты пишут и излагают их в апелляционных жалобах, апелляционные жалобы получаются очень объемные. Минимум 4-5 листа занимают. И в результате этого якобы переводчики не успевают переводить. Но это не трудности моего доверителя или наши, это трудности государства для того, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение апелляционных жалоб.